Я инспектор по делам несовершеннолетних, работаю во втором отделе полиции. Я раньше работал в школе учителем физкультуры. Получилось так, по воле случая, предложили работать сотрудником полиции. Я согласился, стал инспектором ПДН. Почему именно инспектором ПДН? Потому что я работал в школе, поэтому все это именно направление для меня было ближе. У меня образование получается педагогическое, конкретно работаю с детьми. Я думаю, из-за этого. Это выявление преступлений, выявление правонарушений, преступления и правонарушения, совершенные с несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних. Также инспектора ПДН занимаются предупредительной работой, ходим по школам, ведем беседы, профилактические рейдовые мероприятия проводим также разные мероприятия, что касается детей, спортивного характера, социальной направленности. Очень близко работаем с социальными педагогами школы, то есть в нашей компетенции работать с детьми. Все, что касается детей, и касается нас, получается. Среди несовершеннолетних чаще всего встречаются такие правонарушения, что касается мелкого хищения, курения в общественных местах. Знаю, в школах очень много выявляем тех детей, которые употребляют табачные изделия. Иногда бывает такое, что выявляем несовершеннолетних, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Конечно же, если ребенку есть 16 лет, конкретно мы принимаем процессуальное решение, можем составить протокол. Если подросток совершил правонарушение, мы информацию отправляем, получается, в школу. Школа обязана поставить данного ребенка на ВШУ, внутришкольный учет. Правонарушение, если серьезное, со стороны школы мы требуем, получается, характеристику. Если характеристика отрицательная, ребенка мы имеем право поставить на учет. Хочу предупредить, что работа у нас трудная, надо знать в обязательном порядке очень много законов, очень много процессуальных актов, федеральных законов. Кто хорошо юридически грамотен, в принципе, им будет легче работать. У нас есть комната для несовершеннолетних, комната 207. Мы там расположены, все инспектора. По любым вопросам, что касается детей, несовершеннолетних, к нам можете обратиться. Можете обратиться официально, можете неофициально, анонимность, все гарантируем. Если вам нужна какая-либо помощь, мы вас ждем. Всех жителей нашего города, всех несовершеннолетних родителей поздравляю наступающими праздниками 1 мая. Также вас, пользуясь случаем, поздравлю с наступающим 9 маем. Всем удачи, всем здоровья. Будьте здоровы.